мониторинга по выборам депутатов в Джугурку-Кенеш Кыргызской Республики Келечек Кеджол, осуществляющий деятельность по мониторингу избирательного процесса, намерен информировать общество о выявленном факте иностранного вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Проведенные международной организацией CR Research and Consulting по заказу иностранной компании при поддержке USAID, а также Общественным фондом «Общее дело» в августе 2020 года социологические исследования показывают, что международные неправительственные организации под предлогом проведения исследований предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в обществе. При этом они искусственно повышают рейтинг определенных партий и умышленно занижают позиции других, пытаются изменить общественное мнение и тем самым вмешиваются во внутренние дела Кыргызской Республики в преддверии парламентских выборов. Результаты социальных опросов были подвергнуты жесткой критике известными общественными деятелями, политиками, экспертами, политологами и населением страны, в один голос заявившими о том, что накануне парламентских выборов имеет место распространение ложной информации, провокационный информационный сброс со стороны иностранных международных организаций, преследующих далеко идущие цели. В полной ответственности намерены заявить, что международные иностранные организации, финансирующие подобным образом сомнительные исследования, распространяют одностороннюю, неточную и непроверенную информацию. Они выдают желаемое за действительное и пытаются отвлечь общественное мнение, посеять сомнения среди населения в том, что предстоящие выборы будут честными, беспристрастными и справедливыми. В обществе умышленно предвзято создается мнение, что при подведении итогов выборов результаты будут не теми, которые отражены в соцопросе. Следует отметить, что доселе никому неизвестное общественное объединение «Общее дело», возглавляемое Аидой Сюиндуевой, было образовано только накануне объявления гранта со стороны USAID осенью 2019 года и в настоящее время осуществляет свою деятельность на их средства. На момент получения гранта у организации не было ни офиса, ни персонала, ни достаточного опыта, ни ресурсов для осуществления наблюдения за выборами. Открытые источники свидетельствуют о том, что одной и той же неправительственной организации, ранее дискредитировавшей себя иностранными донорами, одновременно поручено проведение тендеров, конкурсов, тренингов, соцопросов, формирование состава групп общественных наблюдателей за избирательным процессом. Кроме того, упомянутый фонд в период с 21 августа по 4 сентября, а также с 7 сентября по 15 2020 года проводил очередные соцопросы, в которых упрекает власть в применении административного ресурса и подкупе избирателей, вследствие чего итоги будут несправедливыми. Но как организация может делать подобные выводы, если выборы еще не состоялись, и как после этого можно объективно исполнять функции международного наблюдателя? Необходимо отметить, что голословные обвинения Общественного фонда «Общее дело» противоречат проведенным ими же в августе соцопросам, где на странице 23 респондентам задавался вопрос, что из нижнеперечисленного оказывает наибольшее влияние на ваше мнение о политических партиях и кандидатах, из которых наглядно усматривается об отсутствии административного ресурса. У общества возникает справедливый вопрос, как дискредитировавшей себя неправительственной организации со стороны международных доноров было выделено 1 200 000 США для проведения соцопроса и одновременно формирования команды международных наблюдателей. Таким образом, одно и то же НПО
проводит соцопрос населения и затем само же наблюдает на выборах. Практика показывает, что общество проявляет недоверие к такого рода НПО, в частности к общественному фонду «Общее дело». А иностранные государства, международные доноры, наоборот, поощряют ее, выделяя колоссальные суммы денег. Таким образом, эти государства и эти организации дискредитируют себя в глазах жителей нашей страны. Считаем, что упомянутые выше общественные организации нарушают статью 40 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Джугурку Кенеша Кыргызской Республики и иные нормы законодательства, в которых прописано о недопустимости иностранного вмешательства в выборные процессы.